Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Вакцина будет. Состоялось заседание Совета безопасности Абхазии, на котором президент Аслан Бжания сообщил, что вопрос поставки в Абхазию второй партии вакцины «Спутник Ви» будет решен. В интересах заключенных в военном суде прошло слушание по административному иску уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл против экс-председателя СГБ. Юный герой Леона Барцец, спасшего женщину с ребенком 13 июня в акватории Гудауты, принял президент Аслан Бжания. Сезонная вспышка. Как не подхватить кишечную инфекцию? Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности. На повестке дня были вопросы эпидемиологической обстановки и реформирования правоохранительной системы. На заседание были приглашены министр здравоохранения Эдуард Будба, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня и главный санитарный врач республики Людмила Скорик. Эдуард Будба доложил о ситуации и предпринимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Министр отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях ввиду имеющейся тенденции распространения COVID-19. По информации Будба, при необходимости для срочного приема больных будут подготовлены 40 мест в Сухумском онкологическом центре. При этом было отмечено, что благодаря усилиям наших врачей наметилась тенденция к более быстрому выздоровлению. Глава государства сообщил членам Совбеза, что по итогам переговоров с руководством России в Абхазию вновь направляется военный мобильный госпиталь на 150 мест. Президент Аслан Бжания дал поручение премьер-министру Александру Анкваб, руководителю администрации президента Алхасу Квициня, совместно с Министерством обороны и Минздравом в течение 2 дней определиться с местом размещения госпиталя и создания условий для проживания приглашенных военных медиков. При этом Аслан Бжания отметил, что будут изысканы все необходимые средства для организации мобильного госпиталя, а также поддержания Гудаутского ковид-центра, Сухумской инфекционной больницы и 2 стационаров. Как проинформировал премьер-министр Александр Анкваб, в этом году на борьбу с коронавирусной инфекцией было выделено 197 миллионов рублей. Глава государства поручил Александру Анкваб взять на особый контроль закуп дорогостоящих препаратов для больных COVID-19, а также в ближайшее время провести заседание Координационного совета и представить действенные предложения по обеспечению ограничительных мер. Президент Абхазии также сообщил, что находится на постоянной связи с администрацией президента России по вопросам поставки в Абхазию второй партии вакцины «Спутник Ви». Решается. Мы находимся в приоритете. Я постоянно нахожусь на связи с администрацией президента, начальник управления в администрации президента. Эти вопросы курирует, и мы постоянно находимся на связи. Так, чтобы вы это знали. Раньше, быстрее, лучше это сделать невозможно. Все, что говорят по этому поводу, не соответствует действительности. Мы прилагаем необходимые усилия для того, чтобы вакцина была здесь, у нас в Абхазии. Итогом деятельности за полугодие и предложением по повышению эффективности работы Государственной миграционной службы посвящалась рабочая встреча премьер-министра Александра Анкваба и начальника ГМС Рамина Габлая. По информации руководителя миграционной службы, в первом полугодии текущего года в Абхазию с целью осуществления трудовой деятельности продолжали прибывать иностранные граждане, в основном из России, Азербайджана, Армении, Киргизии, Молдовы, Турции, Украины, Белоруссии, Южной Кореи, Китая. Основное количество иностранных граждан прибыло из Таджикистана и Узбекистана. По данным на 1 июля в Абхазии прибывает 2908 иностранных граждан, поставленных на учет в миграционной службе, лишившихся возможности возвращения на родину по причине эпидемиологических ограничений, установленных на въезд в Россию в связи с COVID-19. Общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС за первое полугодие 2021 года составила более 15 миллионов 610 тысяч рублей. Вместе с тем, по словам Габлая, в целях повышения эффективности работы ГМС необходимо восполнить существующие в миграционном законодательстве пробелы, усовершенствовать регистрационный учет иностранных граждан по месту временного пребывания, а также процедуру прохождения ими обязательного медицинского обследования. Премьер-министр поручил руководству ГМС проработать затронутые вопросы с уполномоченными органами государственной власти для выработки консолидированных предложений.
В военном суде прошло слушание по административному иску уполномоченного по правам человека Асиды Шакрылс к бывшему председателю службы госбезопасности Абхазии Зурабу Маргане. Подробности в следующем репортаже. В июне 2018 года уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл обратилась в суд с жалобой на Зураба Маргане, который тогда занимал пост председателя службы государственной безопасности Абхазии. Жалоба омбудсмена касается отказа в проверке условий содержания одного из заключенных. Во время слушания в суде интересы уполномоченного по правам человека представляла Анна Звонбай. Уполномоченный по правам человека призван обеспечивать права и свободы граждан Республики Абхазия. В рамках поставленных задач уполномоченный вправе беспрепятственно посещать места заключения по страже, тюрьмы, психиатрические больницы и в любое время иметь свидания с заключенными, получать информацию об условиях их содержания. Вот в рамках рассмотрения одной из жалобы на условия заключения под стражей уполномоченная хотела посетить одного из заключенных в СИЗО СГБ Республики Абхазия, но в доступе ей было отказано, в связи с чем она неоднократно направляла письма в службу государственной безопасности, но они остались без реагирования и, соответственно... Административное дело по иску омбудсмена проходило под председательством председателя военного суда Святослава Сагария. В производстве находится административное дело по иску уполномоченного по правам человека Республики Абхазия о признании незаконными действий председателя службы государственной безопасности Маргане, выразившийся в воспрепятствовании уполномоченному в посещении СИЗО СГБ. Прошу суд привлечь службу госбезопасности к участию. 8 числа мы послали копию ходатайства и копию искового заявления, чтобы они были в курсе всего этого. Вот, и они ответили 16-го. Сам гражданин Маргане в суд не явился, так как, по словам председателя суда, в данный момент находится за пределами республики. Зураб Маргане был освобожден от должности в сентябре 2020 года. В связи с тем, что гражданин Маргане не является должностным лицом в системе СГБ-РА, вопрос о его привлечении в качестве ответчика находится вне компетенции СГБ-РА. По вопросу привлечения СГБ-РА в качестве второго ответчика по ходатайству представителей истца считаем, что данное ходатайство в указанной части не подлежит удовлетворению, так как Маргане в настоящее время не исполняет должностные обязанности системы СГБ-РА. Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл требует дать оценку действиям экс-председателя СГБ Абхазии Зураба Маргане в соответствии с административным кодексом Республики Абхазия. Как сообщил на слушании председатель суда, представителю интересов истца будут переданы дополнительные материалы дела, после чего слушание будет продолжено. Сарец Вишба, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня принял Леона Барцит, спасшего жену с ребенком 13 июня в акватории Гудауты, и вручил ему благодарственную грамоту и денежное вознаграждение. Глава государства поблагодарил юношу за проявленную смелость и самоотверженность. Он подчеркнул, что его поступок заслуживает должного внимания и похвалы. Леон Барцит рассказал президенту, как ему удалось спасти тонущих людей. Аслан Бжаня пообещал юноше содействие в поступлении в любой вуз России. Тау паша сарстаху ас ати бзеда хишадзез ера икра хучна иусква духа хед ихц апсне хатва хед уростуги птигер хед уяра тахума абуяра тахан уябам четахан абрезиги Леон бзея ирбшит тау паша сарстаху удесну хало вапха иузекас шо айс харакуратсуна Обяйгва ашкос на пацези университет атара аталара и бехто вы шпоном на пацера мацаракунква это хар я хабки хайсасвет ариусква шазаат рожми шазаат шупумре антиусква машала хосаску янако тауб дараца шпаал бетуга заша хтас хазета
Этот случай произошел 13 июля текущего года. В тот день я был у бабушки с дедушкой в селе Бамбора. В тот вечер было назначено с моим одноклассником ВОСБ Максимом пойти на море в 5 часов. Мы искупались, вышли на берег. Было это в районе 6 часов, как вдруг услышал непонятные крики. Содержание я не понял. Крики прозвучали еще раз, и отчетливо стало ясно мне, что кто-то бедствует и нуждается в помощи. Я оглянулся, но никто на этот зов не окликнулся. Я справа увидел доску для серфинга, спросил у хозяина разрешения и после позволения взял и поплыл в сторону катамарана, который начал тонуть в приблизительно 60 метрах от береговой линии. Я никогда прежде на такой доске не катался. Мне помог ВОСБ Максим забраться на нее, потому что она переворачивалась всячески. Было течение сильное с отклонением в левую сторону. Доплыл я через минут 5 приблизительно. Обратно плыл минут 15-20, если не ошибаюсь, потому что на доске был груз. Первым делом я взял ребенка. Бедствующих было 6, из них один ребенок, которому я бы дал лет 6. Первым делом я посадил его на доску, затем его мать тоже захотела. Я ей сказал держаться за хвост доски, и мы все дружно с усилием добрались благополучно до берега. Мать его меня, конечно, поблагодарила, попросила, если осталось у меня немного сил, вернуться обратно и опять же помочь своим друзьям. Но, слава богу, на берегу была моя учительница Галитопова Ирина. Она запретила мне возвращаться обратно, побоялась за меня. Ну, я тоже осознавал, что сил у меня осталось очень мало, и вряд ли я доплыл бы до берега обратно, если бы вернулся за ними. Жаркая погода, установившаяся в последнее время, способствует вспышкам различных кишечных инфекций. С этой проблемой жители и гости Абхазии сталкиваются ежегодно. При этом больше всего заболеваниям подвержены дети. Лечение острой кишечной инфекции – сложный и неприятный процесс. Гораздо легче предотвратить заболевание, нежели его вылечить. На первый взгляд, меры профилактики могут показаться простыми и неэффективными. Однако, соблюдая их, существует практически 100% вероятность не заболеть. О том, как стоит предостеречь себя от этих недугов, в репортаже Шазины Ханагуа. Летом все, и приезжие, и местное население наслаждаются жарким солнцем и теплым морем. И мало кто задумывается, что именно в этот период риск заболевания кишечными инфекциями особенно высок. Чаще всего отравляются морской водой и несвежими продуктами питания. Кишечные заболевания касаются преимущественно детей. По словам главного санитарного врача города Сухум Аллы Беляевой, за июнь этого года было зафиксировано 329 случаев кишечной инфекции среди детей. Вспышка кишечных инфекций отмечается каждое лето, в основном среди детского населения. За исключением, пожалуй, прошлого года, который стал таким приятным, можно сказать, исключением. За весь год 2020 у нас было всего 650 случаев кишечной инфекции. Море было то же самое, вода та же самая, все было то же самое, за исключением одного. Люди мыли руки. Люди мыли руки, обрабатывали их антисептиком. В этом году, как вы видите, все расслабились, маски не носим, руки не обрабатываем, решили, что все прошло. И уровень кишечных инфекций вышел на прежний, допустим, сравнимый с 2019 годом. У взрослых также фиксируются единичные случаи кишечной инфекции, в основном у отдыхающих. По словам Аллы Беляевой, причиной заболевания кишечными инфекциями является употребление немытых фруктов и овощей. Не менее важно как для курортников, так и для местного населения поведение на море. Морскую воду пить категорически нельзя. Главное в профилактике – это соблюдение правил личной гигиены. Во-первых, мойте руки. Второе. Любые фрукты, овощи, как купленные на рынке,
так и выращенные самостоятельно, сорванные непосредственно с дерева или грядки, обязательно нужно помыть. Нельзя их кушать в немытом виде. Следующее. Морская вода не предназначена для питья в принципе, да, поэтому не надо сажать ребеночка в прибой, когда его захлестывает волнами. Я понимаю, что ему весело, радостно, все это замечательно, но ребенок успевает наглотаться наиболее грязной воды, которая находится в зоне прибоя. Также нужно следить за детками, которые возятся на пляже, чтобы они не облизали камешки, чтобы они грязные ручки в рот не потянули, потому что камни на берегу чистыми никогда не были и никогда не будут. И если вы хотите покормить ребенка чем-то на берегу, во-первых, это должны быть не скоропортящиеся продукты, то есть не надо брать бутерброды, пирожки или что-то еще. Нужно взять либо сухое печенье, либо какие-то фрукты, овощи, то есть те вещи, которые не портятся. Заболевание кишечной инфекцией может быть вызвано и неблагоприятной водной средой, поэтому не стоит пить воду из-под крана. В летний период особенно не надо пить некипяченую воду из-под крана. К сожалению, ремонт наших водоразводящих сетей еще далеко не закончен. Все знают, что ночью отключают электричество, да? То есть образуются подсосы. Грязная вода попадает внутрь трубы и разносится потребителям. Где это произойдет, на каком уровне труба имеет трещину, никто выявить не может, пока эта труба не будет извлечена из земли. Вода в кране теплая идет, поэтому, пожалуйста, не пейте некипяченую воду. На сегодняшний день Сухумская инфекционная больница перепрофилирована под ковид-пациентов, поэтому при инфекционных заболеваниях у детей прием осуществляется в детской республиканской больнице. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева также отметила, что помимо кишечной также наблюдается и ротавирусная инфекция. В основном от этого страдают дети, которые не были привиты. Родители, чьи дети привиты по календарю, они защищены от ротавирусной инфекции, поскольку у нас уже более 5 лет в календарь прививок включена прививка против ротавирусной инфекции. Чьи дети не получили прививки по возрасту, либо активные антипрививочники, либо даже приезжие из России, у них только в 2 пилотных регионах эта прививка входила в календарь прививок, те, конечно, не защищены никак. Если говорить о состоянии городских пляжей, то на первый взгляд они достаточно чисты. Однако при внимательном осмотре на берегу можно наткнуться на кое-какой мусор. Конечно, многие горожане проявляют сознательность и убирают за собой перед тем, как покинуть пляж. Однако есть и другая категория людей. Те, кто не стесняется оставлять после отдыха окурки, бутылки и остатки еды. По словам заместителя администрации города Сухум Автандила Сурманидзе, сотрудники городских коммунальных служб проводят работы по очистке прибрежной территории каждый день с 5 часов утра. Каждое утро в 5-6 утра наши службы убирают мусор. Бывает такое, что люди утром приходят отдыхать, купаются, они приносят с собой еду, могут оставлять мусор. Это вполне возможно, там бутылки пластиковые, стеклянные. Вполне возможно, могут оставлять, но службы ходят, подбирают. Сейчас каждую минуту не могут подбирать, но каждый час-два после этого, как убирается берег, значит, есть, которые подбирают, за ними ходят. Что касается раздевалок на набережной, то их состояние пока оставляет желать лучшего. Однако столичная администрация планирует заменить старые раздевалки на новые. Тут раздевалки стояли везде, ломают, разламывают. И это очень неприятно нам. Потом мы заново восстанавливаем, заказываем. Новые раздевалки, да, мы предусматриваем. Я думаю, что в ближайшее время везде будут стоять раздевалки. Как известно, пляжи – неотъемлемая часть имиджа любой туристической страны. Кроме того, от их санитарного состояния зависит комфорт и безопасность отдыхающих. Поэтому прежде чем бросать мусор, где попало, стоит подумать об этом. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 23 июля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь, временами переходящий в ливневый с грозой. Местами возможен град. Температура воздуха ночью 18-23, днем 22-27 градусов. Температура морской воды 26 градусов.
На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.